Ve elbette akıyar şehri böyle acayip takdimnameler ve bütün medeniyetini birleştirgen ve böyle insanlarımızı bir yerde toplap bütün Rusya'ya Kırım Tatar halkının medeniyetini göstergen böyle tedbirler keçe ve keçecek men belesem ve her vakit biz buna Bahçesaray'da keçken haftası böyle acayip takdimler olup keçti ve Kuz bayramını da biz aziz teleseyirciler kayıt ettik ve ondan gayrı bizim musafirimiz var böyle insanlar ve elbette medeniyetke de keçemiz aziz teleseyirciler. Siz anlağınız gibi biz bir sergiden başka sergiye geçecekmiz ve gerçekten de pek meraklı bir medeniyetten başka medeniyetke men bilesem öyle medeniyetin bir şeklinden başka şekline uzatmağa mümkün da çok ama hürmetli seyirciler siz görgeniniz gibi siz anlağınız gibi bizim stüdyamızda misafir ve bir misafir değil de iki misafir Gülcan şunu takdim edecek keliniz olarla tanış olayıq. Elbette aziz teleseyirciler, birinci İsmet Şeyhzade ressamımız ve onun aldığında böyle acayip insan Alexander Troshin, Rusya Bediyet Akademiyasındaki icadi ustahanelerinin müdiri. Здравствуйте, hoş geldiniz. Ассаляму алейкум, здравствуйте. Добро пожаловать к нам. Доброе утро. Исмет Бей, сегодня на русском будем разговаривать преимущественно, да? Замечательно. Язык Пушкина. Язык Пушкина, конечно. Мы вот знаем, сейчас в Крыму проходит невероятное событие, грандиозное, масштабное. Ну, мы уже как бы наслышаны, вы у нас были в студии, вы рассказывали, что что-то ожидается. Да, да. Поэтому сейчас бы хотелось узнать все-таки, что к нам, вот, что нас ожидает, чего мы должны ожидать, что за это грандиозное событие. Да, вы не ошиблись, потому что действительно и раньше мы беседовали об этом. Было ожидание трепетное, и оно оправдалось вполне. И это событие уже идет, потому что первая часть выставки Российской академии художеств уже открылась 27 числа. И идет она в выставочных залах и вообще в музее художественном, Крымском, Симферопольском, да. А сегодня вот причина того, что здесь вот мы у вас в гостях, именно сегодня в 14:00 состоится открытие второй части, не менее значительной, а по некоторым параметрам и более ценной, в библиотеке имени Франко. И вот почему я хотел бы на ваш вопрос ответить еще и представлением моего друга, коллеги, однокашника вообще. Познакомьтесь, это Александр Алексеевич Трошев, как вы уже анонсировали. Он главный специалист и заведующий творческими мастерскими Российской академии художеств. И вот он, собственно, и привез эту выставку. Вот, Саша, расскажите, пожалуйста, что же это? Ну, что такое эта выставка? Значит, эта выставка, она представляет творческие мастерские Российской академии художеств. Творческие мастерские – это структурное подразделение Российской академии художеств, которое было образовано в 1947 году. Именно эти мастерские в следующем году будут отмечать 70 лет. А в целом Российская академия художеств – это та структура, которую начал закладывать еще Петр I, и в следующем году ей будет 260 лет. Вот. Немного расскажу о том, что значит творческие мастерские. Творческие мастерские – это такое, как бы это сказать, заканчивает студент высшее учебное заведение, допустим, Суриковский институт или Репинский. И некоторые из них на конкурсной основе попадают по своему, конечно, желанию, но пройдя некий конкурс в наши творческие мастерские для совершенствования, для дальнейшего повышения квалификации своей, для более зрелого отношения к творчеству, как к художнику, как таковому. Потому что творческие мастерские, они призваны, в общем-то, можно по-другому объяснить. Российская академия художеств создала в свое время некую трехуровневую систему академического художественного образования. Так, начиная, например, с лицея, который курирует Российская академия художеств, с детских лет в этот лицей или художественная школа, в частности, в Москве есть такая и в Петербурге, поступают дети, которые тоже проходят начальный курс отбора. И уже начиная с детских лет, они как бы воспитываются на академической художественной школе.
Затем некоторые из них, пройдя, значит, экзамены, поступают, допустим, в Суриковский институт или в Репинский художественный институт. К ним также примыкают ребята, которые прошли обучение в разных художественных образовательных учреждениях нашей страны. И, в частности, таким образом мы с Исметом познакомились на экзаменах на первом курсе в Суриковском институте. То есть такое вот высшее учебное заведение. Да. О, 30. Да. Вот такое высшее учебное заведение – это как бы вторая стадия образования. И третья высшая стадия образования академической художественной школы – это творческие мастерские, в которую поступают вот молодые люди, имея за плечами порядка 10 лет обучения, как правило. Вот, поступают на 3 года, поступают, значит, для того, чтобы заниматься с академиками, которые отвечают за ту или иную мастерскую. Всего в мастерских в Российской академии художеств я просто перечислю. Это станковая живопись, монументальная живопись, графическое искусство, скульптура, театрально-декорационное искусство, искусство дизайна и архитектуры. Вот это такой набор специальностей, по которым, в общем-то, и занимаются ребята. В данный момент существует, и это сделали как бы наши предыдущие поколения мастеров, это мастерские в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, в Казани одна живописная мастерская. В прошлом году было открыто 5 творческих мастерских в Ростове-на-Дону. И я надеюсь, что в дальнейшем этот опыт будет распространяться в разные города. И задача такая, в общем, поставлена. Распространение, распространение именно этого опыта многолетнего, который был накоплен. И в том числе, может быть, и в Крым, и я на это очень рассчитываю, потому что из года в год я приезжаю в Крым писать, заниматься живописью. И на первом курсе мы также нас возили уже на практику в Крым. У нас была база. Да, база была Суриковского института. Вот. И можно вспомнить историю, как начинали заниматься студенты. Ну, Осьмеркин возил в Козы. В Козах. В Козах, да. То есть Крым – это такая Мекка для русских художников. И начало этого положил и Коровин, и еще раньше Куинджи привозил учеников. Поэтому это место, в общем-то, необходимо посещать. И по поводу вот Крыма, в общем-то, в Российской академии художеств постоянно идет рассуждение, строим планы, и возможно, что эти планам суждено сбыться. А тогда такой вопрос назревает. Если эта творческая мастерская в Крыму все-таки откроется, вот дай бог. Интересно все-таки, а кто будет руководителем, наставником, кто будет обучать молодых? Я понял вопрос. По положению о творческих мастерских, то есть эти положения приняты были еще в 1947 году прошлого века, и они до сих пор существуют в небольшом видоизмененном виде. Вот. Так вот, согласно этому положению, каждой мастерской, если такая существует, руководит именно академик. Академик Российской академии художеств, потому что именно академик отвечает за то, что он выпускает, за его выпускников. И все настолько серьезно? Нет, все серьезно и расписано по пунктам. И, скажем, по результатам прохождения этой стажировки художниками-стажерами, по результатам их практики, через 3 года они должны представить отчетную работу. И принимается отчетная работа Президиумом Российской академии художеств, и она остается на хранение в Российской академии художеств. И вот на выставку, которая сегодня открывается в библиотеке Франко, а также была открыта в Симферопольском художественном музее, представлены как раз работы выпускников наших мастерских. Также совместно
со своими учителями, академиками. То есть задача моя, и я считаю, она правильная, показать на одной площадке уровень мастерства, который достигается вот в результате такой художественной практики многолетней, показать работы совместно с работами своих преподавателей, чтобы можно было с чем сравнивать. Кроме того, вы увидите, насколько новаторские эти решения молодых людей. Это не просто передача опыта предыдущих поколений, а эти ребята как раз призваны развивать этот опыт и делать нечто новое. У нас нет повторений. У нас каждый значит, художник, он некая новая, высокообразованная творческая индивидуальность. А вот сегодняшняя работа, они в каком направлении представлены будут? Значит, сегодня в библиотеке Франко будет открыта выставка по поводу, ну, скажем так, произведения русской и зарубежной литературы. Ого! Да. Потому что библиотека... Но поэтому там я будет должен сразу, да, Связано. я должен сразу оговориться, что это не просто, скажем так, по поводу литературы, и вы наверняка подумали, что это просто иллюстрации. Да, есть иллюстрации, выполнены в вполне академической манере, но на самом деле есть и совершенно новаторские, уникальные решения. Афорты, серия афортов, например, из 12 листов размером, ну, под метр. То есть такого уровня это вы редко где встретите. То есть, по сути дела, уникальное явление, да. И посетители этой выставки, они увидят, насколько разнообразно и масштабно могут выглядеть просто иллюстрации. На самом деле интересно. Да. Значит, все приглашаются, да? Непременно. Буквально да, вот все. сегодня вернисаж, то есть в 14 часов 10 октября, вот, соответственно, милости просим, да? Конечно. Кроме всего прочего, уже то, что идет, уже открыто в художественном музее, непременно, и я очень советовал бы вот и соотечественникам, и всем жителям Крыма именно неоднократно посетить, посмотреть. И вот к сказанному Александром Алексеевичем я хочу добавить такой момент, что не просто вот эти все этапы, да, важно пройти, обучиться и так далее, чтобы какой-то вот академический такой уже контекст, да, иметь в своем творчестве, но еще важно быть, грубо говоря, вот наша мастерская, вот академик, который меня вел, когда мы учились вместе, да, это Евгений Николаевич Максимов, он заведует вот монументальными мастерскими. Да. И вот я, кстати говоря, к вашему вопросу очень удачному, очень надеюсь, что Евгений Николаевич как-то будет курировать и крымскую часть, надеемся, да, вот так. Но, очень может быть. Дай бог, было бы отлично. Да. Но тут важно еще, вот как и ориентировали тогда нас при учебе, чтобы человек, художник был... Он очень четко должен осознавать вот линию своего происхождения, культурной идентичности. Непременно. И поэтому, Непременно. вот как и Александр Алексеевич тоже уточнил про историю Российской Академии, да, и вот этот весь пласт, который опыт накоплен, да, за эти столетия, можно сказать, да, вот выпускник, он в себе несет как бы этап вот этот, он несет эту эстафету профессиональную. Поэтому это очень неординарное событие. В Крыму это впервые такого уровня выставки. Да, и я дополню, если удастся создать в Крыму такое подразделение Российской Академии Художеств, я думаю, это будет уникальное явление, потому что Крым с его историей, ландшафтом, природой, религиями, разнообразиями национальными. Это такой бесконечный источник вдохновения. Неспроста сюда как бы художники всегда стремились. И вот замкнув опыт, академический художественный опыт на этом образовании территориальном, я думаю, это даст невероятный эффект и будет полезен как для Крыма, так и для всей России. Поэтому я считаю это очень перспективно. Очень приятно. И стремлюсь к тому, чтобы вот замкнуть, еще раз повторюсь, на этой территории наш художественный академический опыт и природные, культурные, национальные, там, декоративные, какие угодно явления. Это будет нечто новое.
А сколько дней ваша выставка? Значит, будет? выставка будет достаточно большое количество дней. 7 ноября закроется выставка в музее художественном Симферопольском. И 10 ноября закроется выставка Значит, в еще целый библиотеке Франко. Но не обольщайтесь, что такой срок, это очень быстро пролетит. Да. Нет, ну, понятное дело, но мы напоминаем, вот месяц да. есть, обязательно Месяц нужно есть, сходить. Ну, в конце этой замечательной беседы хотелось бы пожелания для наших телезрителей. Ну, во-первых, я выражаю благодарность и правительству Крыма, и всем, кто приложил свои усилия для создания этого проекта. Желаю зрителям как можно больше посетить, увидеть и понять, что такое Российская академия художеств и что такое именно творческие мастерские Российской академии художеств. Ведь вы знаете, многие не представляют, каким обладаем резервом знаний и умений. Поэтому хотя бы начать с этим знакомиться, в проигрыше здесь никто не останется. Совершенно. Можно я тогда, знаете, как в поле чудес, такой дополнительный вопрос? Пожалуйста. Мы вот как братья по альма-матери, можно сказать, да, такие. Альма-матер наша, При да. этом я хочу сегодня воспользоваться моментом, не совсем в художественную сторону, но я думаю, это не будет лишней. Анна Чемызга, нашей мамочке, исполняется сегодня 80 лет. Я поэтому сердечно поздравляю с юбилеем всю нашу родню, весь наш народ, с юбилеем моей мамы. И сегодня Медине Халиловне исполняется 80 лет. Хайырлы болсын, хайырлы яшылар. Ну и, естественно, приходите на выставку, ждем. Да, мы вас ждем. Обязательно. Вот. Ну, Да. После таких слов мы обязательно И, придем на выставку. знаете, вот маленький еще такой уж профессиональный, да, контекст. Вот в этой ситуации, понимаете, вот вашему, например, каналу, кстати, по-моему, единственный канал, который обратил Да. внимание сейчас. Да. Очень важно, вот вам не нужно ехать в Москву, в Петербург, чтобы снять такие Нам уникальные нужно просто работы. доехать Вам до нужно библиотеки. всего лишь доехать до библиотеки. Снимите серьезную такую, ну, я думаю, вы это в планах уже Ну, я идете. надеюсь, редакторы сейчас смотрят, слышат, они запомнят и Очень обязательно стоит, очень съездят. стоит, да. Ну, уникальное Спасибо вам явление, поэтому... Ну, я, скорее всего, не по работе лучше поеду, лучше так, со спокойной душой. Обязательно. обязательно. Чохсалым, спасибо огромное, Спасибо что вам пригласили. за приглашение. Из келгеніңіз үшін, за то, что пришли. Чохсалым. Спасибо большое. Спасибо. Урметли сейіржілер, яйынымыз девам етмекте. Более гүзел мұсафірлеріні қабыл еттік. Сенің пікірлерің. Менің пікірлерім кеңсіз ве тұшынулы дақалар, чүнке бөле бүгін саат 2-де, азиз телесерджілер, бөле тесуратларға сыздала білесіңіз, Франко бөле китапханесінде мен белесем, бір бөле инсанымыздың, бөле медениетті инсанның ве ади инсанның өз хулясалары ола. Мен белесем, енді бөле вақыт келді, біздің ватандашларымыз. Шынды мен айта жағыдым. Бұл мевзудан, бұл жүмледен бір шер айта жағыдым, урметті сержер. Біздің мұхбиріміз шейлерін топлап, микрофон қолына алып, азбарларға, соқақларға шықты. Анда біздің шеер сәкендерімізден мерақлы суал, сорав шеклінде кешті. Келіңіз оны сейір етейік, оны диқат айырайық.